так всегда. Готовишься, готовишься, занавес открылся и... Нет, так не годится. Попробовать еще раз. Почтеннейшая публика! Скверное начало, неинтересное. Кто это придумал? Кто это придумал? Почтеннейшая публика. Нет. Придется все начинать сначала. Пипина, ты умер? Ну что за скверная привычка появляться в самый неподходящий момент? Одному Богу известно, какой момент для тебя подходящий. 100 лет рассказываешь эту историю и до сих пор не придумал, с чего ее начинать. Мне не надо ничего придумывать. Эта история правдива, как сама жизнь. Да, жизнь такая хитрая штука. Делаешь одно, получается совсем другое. Начнешь плохо, закончишь еще хуже. Ты что, не знаешь об этом? Бедняжка, я помогу тебе. Начни с того, как мастер Вишня подарил старому Джипету говорящее полено. А? Надо начать с того, как это полено попало к мастеру Вишни. Нет. Чем ближе к делу, тем лучше. Джипетто взял свой столярный инструмент и... Джипетто взял инструмент. Иди, не учи, иди. Ты мне мешаешь. Джипетто взял инструмент. Джипетто взял инструмент. Джипетто взял инструмент. Пойду с ним зарабатывать. Уже заработал. Смастерил-ка я себе помощника. И назову я его Пиноккио. Красивое имя Пиноккио. Непоседа. Стой, не вернуйся!
Еще не родился, а уже проявляет неуважение к отцу. Ух ты! Вы думаете, легко сделать деревянного человечка? А вы попробуйте. Джульетта долго трудился. До вечера. Зато человечек получился, что надо. С руками, с ногами, с длинным носом. Уши! Я забыл ему уши-то сделать. За что ж я тебя таскать-то буду? Пиноккио. Пиноккио! Пиноккио! Есть хочу! А? Хочу есть! Ой, что же это? Есть. Я умираю от голода! Ведь вот я же должен был предусмотреть. А в доме-то, как на грех ни крошки. Я мигом, подожди. Меня бедный голодный! Несчастный ребенок! Кто здесь? А ну, выходи! Ты кто такой? Я говорящий сверчок. Я живу в этом доме более 100 лет. Ага, глупая букашка! Живи еще 100 лет, пока не помрешь! А с меня довольно! Что это за дом, в котором нет ни крошки? И что это за отец, которому нечем накормить меня, своего единственного ребенка? Бедный Пиноккио, а ты еще не знаешь, как плохо бывает детям, которые по неразумию. Ой, заскрипел. Скажи еще, что я должен обязательно идти в школу и прилежно учиться. Ой. А вот это вот обязательно, а иначе ты превратишься в настоящего осла. Осла? Не тебе меня учить, говорящая таракашка. У меня своя голова на плечах. Ух ты! Деревянная голова. Что ты хочешь этим сказать? Когда-нибудь ты это поймешь. Я уже понял, что ты слишком задаешься. Ну, держись у меня, старая жужелица! Пиноккио! А вот я и вернулся, Пиноккио. И не с пустыми руками. Пиноккио! 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 Ну вот, я и вернулся. А что ты мне принес? Я чуть не умер от голода. А вот, посмотри. Пиноккио.
съел все без остатка. Ой-ой-ой, без остатка. Ну, ты, конечно, обязательно бы разделил его со мной, да? Разделить без остатка. Ой-ой-ой, я ведь никогда ничему не учился. Прав, говорящий сверчок. Я обязательно должен идти в школу. Да. Ой, сынок, ты не представляешь, как приятно отцу слышать такое. Сынок, так оно и будет, так оно все и будет, сынок. Смотри, Пиноккио. Что это? Азбука. Смотри, по ней ты будешь учиться читать, писать. Папа Джапетто, а где твой чудный фартучек? Я его продал. Чтобы купить мне азбуку, да? Какой ты у меня хороший. Я буду очень стараться, выучусь всему. Заработаю кучу денег и куплю тебе много-много фартуков. Ох уж эти мальчишки. Они все гораздо давать такие обещания. Но тем не менее, на следующее утро Пиноккио взял азбуку под мышку и пошел прямой дорогой в школу. Дорога шла прямо и прямо. Солнце сияло, птички пели. Дорога шла все время прямо и прямо. А музыка доносилась откуда-то сбоку. Стойте, глупые ноги. Куда вы меня несете? У меня ведь есть голова на плечах. Я должен подумать и решить. Школа там, музыка там. Так. Пиноккио, не сворачивай с прямой дороги, не забывай о своем обещании. И зачем ходить в школу, когда учителя сидят на каждом суку? А ну, кыш отсюда, белая ворона! Я извиняюсь, не могу слово забор, дорогой сверчок. Вы молчите? Я утверждаю, что этот деревянный человечек придумная бестия. Это негодник, бездельник, мошенник, бродяга. Это непослушный мальчишка, который загонит в гроб своего обездоленного отца. Когда тот улетает вот так, это значит, что жизнь ему возвращается. Категорически с вами не согласен. Когда живой улетает вот так, это означает, что жить ему совершенно не хочется. Сеньор, не скажете ли мне на прощание, что может помочь несчастному больному? Горькое лекарство. Самое горькое лекарство. Благодарю вас, сеньор! Прощайте, уважаемая Тоня. Прощайте. Правда,
черная дверца со скрипом отворилась, и в комнату вошла чета кроликов, черных, как чернила. Вы кто такие? Что вам от меня надо? Мы пришли за тобой. За мной? Но ведь я еще не мертвый. Еще не мертвый, но через несколько минут будешь мертвым. Посмотри, братец, кто спешит к нам сюда? Ведь это же наш миленький киноактер. Просто никуда от него не деться. Молодец, Пиноккио, ты еще успеешь. А куда? Куда?
порядке. Вырастет. Пушиное дерево. Что? Пушиное дерево, да. На каждой веточке по монетке. Задай, собирай. Собирай себе как груши. Да я сейчас не могу. И вот опять. Ну вот опять. Сейчас или никогда? Сейчас или никогда. Ну, а как же мой бедный отец? Какой же он бедный отец. И ты ж принесешь ему целый мешок денег. Папочка будет доволен. Да! Ну соглашайся. Ну? Ну? Я согласен. Ну вот, не прошло и получаса, как вся компания остановилась на большой лесной поляне. Да, вчера ты говорил, что это был пустырь за городом. А какая разница? Или ты думаешь, что на пустыре золотые монеты лучше прорастают? Нет, пусть так все и будет, только никому неизвестно где. Все! Все! Дальше все рассказывай сама, ты все знаешь, я больше ни слова не скажу. Пипина! Ну что ж тут рассказывать? Глупенький Пиноккио закопался в Монеткином пушином поле и побежал за водой. Пришли кот и лиса, выкопали их и убежали. Пипина! Пипина, где же ты? Ай да молодец. Вот обрадуется мой папа Джепетто и добрая фея. А в чем же я понесу столько монет? У меня ведь даже мешка с собой нет. Мазиков у тебя нет. Вот что самое главное. Облапуши! Да что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что денежки твои давно уже убежали. Как это? А где же все монеты? Где? Лиса! Осел! Облапуши! Как же я мог довериться этим проходимцам? Пипина, я обещаю, больше никогда не буду вмешиваться в твою историю. О, ради этого я готов на все. Пиноккио отругал себя как следует. Почему я никогда не верю тем, кто хочет мне добра? Кто любит меня? Кто знает больше всего на свете, чем я? Отругал и побежал обратно искать дорогу к замку феи с голубыми волосами. Скорее! 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 Где же замок? Я точно помню. Он был здесь.
как Пиноккио умудрился прочесть надпись на мраморной плите. Но не удивляйтесь этому слишком сильно, потому что самое удивительное в моей истории еще впереди. Пипина! Все, Пипина! Тебе пора отдохнуть! борется с огромными волнами. Старик ждал своего Пиноккио, искал его всюду, не нашел. И тогда он сел в лодку и поплыл через бурный океан вслед за Пиноккио. Бедный, бедный Джимелло, кто поможет ему? Маленький добрый Пиноккио, но ему ли бороться с огромным, просто большим свирепым океаном? Я вижу, вы хотите о чем-то меня спросить. Да, вы плаваете днем и ночью. Не повстречалась ли вам случайно маленькая лодочка с моим отцом? Лодочка, она, конечно, утонула во время бури. Это очевидно. А мой отец? Его, скорее всего, проглотила страшная акула. Поверите ли, в наших водах никому нет от нее спасения. Она большая? Как вам сказать? Пожалуй, с пятиэтажный дом. Мамочка! Вот именно. Будьте здоровы. Легко сказать, будьте здоровы. Если я умру от горя и печали, то, скорее всего, умру от голода. Сеньор! Ой, сеньор! Помогите бедному, умирающему. Всего 2 сольда. Сеньор! Стыдно попрошайничать. Разве ты старик или калека? А вот помоги мне возить уголь, и я дам тебе 4 сольда. Вы хотите, чтобы я возил какой-то уголь? Тогда отрежь кусок от своего высокомерия. На ужин тебе хватит. Высокомерие? Но откуда мне знать, сеньор, что такое высокомерие? Сеньор! Сеньор!
Не жалей твоего положения, приятель. Но я никогда не был вьючным животным. Тогда твое положение вполне сносно. Наверное, это была шутка. Только мне теперь не до смеха. Ой, добрый доктор, мне очень плохо. Дайте мне глоток из вашего кувшина. Пей на здоровье, малыш. Вы? Что тебя так удивило? Это... Вы похожи. Пей. Бедный деревянный человечек. Да-да, этот голос. Скажите же мне, милая фея, что это вы? Что вы? Если бы вы знали, я так страдал. Как же ты, деревянный плутишка, догадался, что это я? Ведь я сильно изменилась с тех пор. Изменились. Ну так и что ж, я ведь как прежде люблю вас. А вы в самом деле очень выросли. Как вам это удалось? Это моя тайна. Мне бы тоже хотелось стать чуточку больше. Деревянные человечки не растут. Ах, мне осточертело быть деревянным. Я хочу стать настоящим человеком. Мне осточертело быть деревянным. Я хочу стать настоящим человеком. И ты станешь им, если заслужишь. Как? Ты должен привыкнуть быть хорошим мальчиком. Вот и все. А разве я? Хорошие мальчики послушны, а ты? А я не послушный. Они прилежно учатся. А я лодырь-обманщик. Хорошие мальчики всегда говорят правду. А я говорю неправду. Но ведь это правда, что вы не умерли, милая фея. Как будто бы правду. Можно вы будете моей мамой? Пиноккио был рад снова увидеть фею живой. А фея пообещала, что через год он станет настоящим мальчиком. Если, конечно, будет хорошо себя вести. И прилежно заниматься. Год пролетел совсем незаметно. И вот, наконец, И вот, наконец, завтра я исполню твое желание. Какое? Ведь у меня их так много. Завтра ты уже не будешь деревянным. Ты станешь настоящим. Мальчиком? Ты рад этому? Еще бы. Если, конечно, это не шутка. Можешь пойти и пригласить по этому случаю друзей на чай с тортом. Но помни, прежде чем стемнеет, ты должен вернуться домой. Обещаю вернуться не позже, чем через час. вы слышали? Не позже, чем через час. Все мальчишки так говорят, когда хотят, чтобы их погулять отпустили. Но ведь он же стал совсем другим человеком. Конечно, теперь моему слову можно верить. Теперь уж ничто не заставит его изменить своему слову. Так уж и ничто. Ой, Я не буду с тобой спорить, это твоя сказка. это моя сказка. Тайна! Неужели в нас скоро приехал проклятый цирк? Не угодно ли прокатить
через час мы будем далеко от вас. Я-то не знаю, куда вы едете. Зато я знаю, куда вы хотите. Мы едем в страну развлечений. Куда? В страну, где выходные не по четвергам, а в неделе 6 четвергов и одно воскресенье. А когда же там будет школа? А никогда у нас и школы-то нет, ни школы, ни учителей, ни учебников. Но вы едете? А что же там тогда едут-то? Только развлечения. Разве этого мало? Будь осторожен, Пинок. Что это? Осел разговаривает. Эх, невидаль! В стране развлечений таких ослов, видимо-невидимо. Ну, вы поедете? Нет, я не могу. Моя мама будет обучала. Почему ему так грустно, когда едешь в страну, где 6 четвергов и одно воскресенье? Не говорите, я обещал. Нет, никакого насилия. Подождите, а правда, что у вас нет ни учителей, ни учебников? Даже эти слова у нас являются непристойными. Так. Ну? Постойте! Ну? Правда? Ну? Я хочу ехать с вами! Так в чем же дело? Поехали! Вот вам и обещание. Я же говорила. Говорила. Ты же отказалась со мной спорить. Спорить. Тогда ты бы все рассказал иначе. О, если б я мог, если б я только мог, я бы все рассказал иначе. Ах, этот гадкий деревянный мальчишка, он уже вот-вот готов был стать человеком, и я вам скажу... Нет, я вам покажу, чем закончилось это возмутительное путешествие. О, мама мия! Только в нашем цирке, только по четвергам, большая группа лопоухих ослов. Ленивее зверей нет на свете, у нас они пляшут в ослином балете. Бесплатные карусели, дружно сели и поехали. Вместо учения от воскресенья до воскресенья. Лучшее развлечение для населения — кривые зеркала. Эй, прохожий, подойди полюбуйся своей милой физиономией. Вот это да! Вот так страшилище! Ой-ой-ой! А у вас есть простые зеркала? Мои зеркала, что может быть проще? В одном ты толстый, в другом ты тощий. И не зеркала виноваты, если уши твои длинноваты. Что? Какие уши? Папа Джипетто вообще сделал меня без ушей. У меня температура. Мамочка! О, какое удачное превращение! Ха-ха-ха! Поздравляю! Да, ну что ж,
Теперь четверги для тебя закончились и начались, ну, скажем, понедельники. Я научу тебя зарабатывать деньги для меня. А в чем дело, а? Что такое? А, мы сломали ножку. Как ты посмел сломать ногу? Не заработав для меня ни одного стольна! Ах ты негодник! Да я тебя! Я с тобой! Я из тебя! Я сдеру с тебя шкуру, набью ее соломой и поставлю чучело входа. Ты и буду показывать всем. Нет, я натяну твою шкуру на барабан и буду бить его изо всей силы перед началом каждого представления. Вот что я поступлю с тобой. Я утоплю тебя в море, чтоб ты знал, как обманывать. Пиноккио! Прости меня за все! Да, я видел, как ты спешил ко мне на помощь, я видел. Но, к сожалению, моя лодка перевернулась, и меня проглотила страшная акула. И меня страшная акула. Да, но меня на 2 года раньше. Вот, вместе со мной она проглотила
большой корабль. Матросы спаслись, а мне досталось все, что было на корабле. Да, у меня была еда, у меня была пресная вода, спички, свечки. Вот остался последний огарок. Пиноккио. А мы совершим с тобой побег, папа Джипетто. Тише, сынок, тише. Я уже думал об этом. Акула стара, у нее астма и больное сердце, потому-то она спит с открытым ртом. И ты, конечно, ты спасешь. А я не умею плавать. Да зато я отличный пловец. Я тебя довезу до берега, можешь не сомневаться. Сынок, Идем скорее, пока свечка не догорела. Прошу тебя, папа Джипетто. Золотые деревья! Ты видишь, Пиноккио, мы тебя не обманули. Не слушай этих жуликов, а то потом я понадобишься. Значит, я теперь богатый! Мы с сестренкой никого не обманываем. Не доверяй тем, кто обещает сделать тебя богатым. Они как правильные сумасшедшие или мошенники. Но ведь эти деревья! Деревянная голова. Облапушили! Облапушили! Ах, девчонка, деревяшка! Не превратилась бы это у вас в дурную привычку. Я не хочу больше быть деревянным! Лучше умереть, чем жить без мозгов, без сердца! Мы пришли как такой. Забудь! Да что вот меня надо? Я не собираюсь умирать! Если я умру, кто позаботится о моем бедном отце? Папа Джипетто, я тебя не брошу! Ой, мам, я вижу, у тебя доброе сердце. И ты уже стал настоящим человеком. И вот что самое удивительное в этой истории. Когда Пиноккио проснулся и открыл глаза, он сам себя не узнал. Да? На берегу моря, у ног старого седого папы Джипетто, лежала не деревянная кукла, а самый настоящий живой мальчик. Да? Я говорю об этом с такой уверенностью потому, что этим мальчиком был не сам. Пипина. Да. Мне как-то не довелось рассказывать вам об этом. Ну вот, теперь вы знаете всю мою историю от начала до конца.